Он с постели вставал и открывает шифоньер. Достает этот костюм. Я говорю, что ты хочешь с ним? Ну, этот костюм мой любимый. Не просто любимый парадный китель для Саварбека Плиева, он был особенно дорог. Каждая медаль, каждый орден ему достались огромной ценой. Вдова Саварбека Плиева Лейла вспоминает, что ветеран не любил рассказывать эпизоды войны, но безмерно гордился тем, что сумел увидеть победный май. Тяжело ему, наверное, был этот праздник, но все равно он шел на эти праздники, на эти парады. Всегда встречался с этими своими друзьями. Ну, они рассказывали, там сидели. Он много не любил это говорить. Имя Саварбека Плиева попало в проект «Лица Победа». Это крупнейший международный банк фотографий и личных историй людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эти люди, внесшие огромный вклад в победу страны над фашизмом. Судьба Саварбека Ларсаевича была непростой, но героической. Он, как и миллионы советских солдат, приближал великую победу. Саварбек Плиев родился в 1919 году в простой крестьянской семье. С самого детства у него была тяга к зданиям. Он успешно закончил сельскую школу и поступил в железнодорожный техникум. Но планы резко поменялись, и он решает поступить в военное училище. После его окончания начинается Великая Отечественная война, куда и отправляется Саварбек. Там, на фронтах, он начинает показывать чудеса героической храбрости. Это потом о нем напишут газетные колонки, а фотографы будут специально приезжать для того, чтобы запечатлеть храброго ингуша, о котором так много говорят. Саварбек Плиев принимал участие в первых боевых действиях на границе, в том числе и в Бресте. Согласно некоторым данным, он переведен в начальники одной из пограничных застав 17-го краснознаменного пограничного отряда. В сентябре 1941 года Саварбек Ларсаевич был назначен помощником начальника, в ноябре начальником отделения боевой подготовки НКВД по охране тыла 3-й армии Брянского фронта. Он одним из первых встретил фашистов. Это была граница, сам рубеж по реке Буг, где они столкнулись с огромными силами злобного, агрессивного врага. И целые сутки, несмотря на то, что рядом с ними были ребята-первогодки, которые только-только начали службу свою в армии, он продержался сутки на этом рубеже, и через его территорию немцы не прошли. За время войны Саварбек Плиев был ранен 5 раз. Последний удар пришелся в голову. Великую победу в 1945 году он встретил, будучи командиром батальона. Саварбек Ларсаевич стал кавалером 2 орденов боевого Красного Знамени, 2 орденов Красной Звезды, а также ордена Отечественной войны 1-й степени. Многие награды ему достались благодаря участию в судьбоносных битвах. Он был участником одного из самых драматичных и самых тяжелых сражений, наверное, всей Второй мировой, не только Великой Отечественной войны, это битвы на Курско-Орловской дуге. В этом страшном, в этом сильнейшем сражении он был тоже участник и был представлен к званию Героя Советского Союза. Он был награжден, но ему заменили награду Героя Советского Союза на орден Красного Знамени. Этих орденов у него было и Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени, ордена, медали. У него было много, но звание Героя Советского Союза он не получил по определенным причинам. Саварбек Плиев после освобождения Советского Союза освобождал Европу, укреплял восточные и западные границы. После ухода на пенсию Саварбек Ларсаевич работал в школе, обучал детей военному делу, принимал участие во всех патриотических мероприятиях. Он всегда уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Армии им необходимо, чтобы стать людьми. Саварбека Плиева не стало 7 лет назад. Вместе с женой они прожили 50 лет в счастливом браке. До последнего дня он оставался верен воинскому долгу, вспоминал боевых товарищей и гордился страной, которая, несмотря на трудности, встала на защиту своей земли. Именно таким и должно быть лицо победы, храбрым и мужественным. Лена Сычуева, Магомед Белакиев. Новости 24.